Сегодня я расскажу тебе одну удмуртскую легенду. Это легенда о сотворении человека. Я прочитала ее в одной книге, поэтому, если ты знаешь другую версию сотворения человека, можешь написать в комментарии к этому видео. На протяжении всего видеоролика будет идти пар, увлажняя воздух в нашей комнате, чтобы мы смогли дышать полной грудью, и чтобы мы легко заснули. Закрывай свои глазки и будем начинать. Это было так давно, что уже никто и не вспомнит, когда именно это было. В мире ничего не было, кроме солнца, воды и неба. На небе жил хозяин неба Инмар, а в воде жил хозяин воды Фукуйо. Инмар брал свой золотой ковш, черпал им воду и поливал облака, чтобы они не пересыхали на солнце. А Фукуйо закидывал край своей бороды на облако и сушил ее. Однажды Инмар решил создать человека. Он сказал Фукуйо, чтобы тот достал до дна и принес ему землю всю до крупицы. Надо сказать, что Инмар и Фукуйо были братьями, поэтому Фукуйо не мог ослушаться своего старшего брата, и поэтому нырнул, но затаил обиду, потому что Инмар не дал досушить
свою бороду. Фукуйо взял землю, но засунул себе в рот, спрятался щекой несколько песчинок. Когда Фукуйо вынырнул и отдал Инмару всю землю, Инмар аккуратно разровнял ее на своей ладони, а затем стал дуть в разные стороны. Так на воде возникла земля, которая начала расширяться, равняться на все 4 стороны, и была она ровная. Ну и та крупица, которая осталась у Фукуйо за щекой, тоже стала разрастаться. Тогда Фукуйо выплюнул содержимое. Так на земле появились холмы, кочки и горы. Чтобы досадить Фукуйо, Инмар придумал создать таких великанов, которые бы своими ручищами ловили рыбу и всячески мешали Фукуйо наслаждаться лежанием и спокойной жизнью в воде. Но так как Инмар никогда до этого не создавал великанов, он решил сначала создать тварь поменьше. Он срезал одну кочку, а затем другую поменьше, и посадил свое изделие на 4 прутика и вдохнул в это изделие жизнь. Так на земле появилась собака. Инмар полюбовался на свое творение и поднялся на небо. В это время Фукуйо, который наблюдал за Инмаром, подошел к собаке и начал с ней разговаривать. Как же ты, бедняжечка, переживешь зиму без шерсти? Сделал тебя Инмар, а шерсть дать позабыл. Давай я тебе
собака согласилась. И тогда Фукусё из своей бороды сделал собаке шерсть и ушел. Так собака оказалась легковерной, а Фукусё коварным. С той поры прошло сколько-то времени, а сколько никто не знает. Спустился Инмар на землю и продолжил творить. Он облюбовал 2 горы, из которых хотел сделать великанов, но они стояли очень далеко. И Инмар двигал одну гору к другой, день и ночь, год за годом, век за веком. Наконец придвинул и создал и назвал одну гору мужчина, а другую гору женщина. Но в торопях, когда он спускался с небес, он забыл захватить разум, и поэтому он снова решил вернуться. А чтобы Фукусё ничего не сделал с мужчиной и с женщиной, он позвал собаку и сказал ей охранять и не подпускать, не давать трогать великанов Фукусё. А Фукусё, надо сказать, наблюдал за Инмаром. Ему было очень интересно, что же Инмар будет делать из его гор. Как только Инмар поднялся, Фукусё подошел к собаке и напомнил ей про долг. Но собака отказалась пускать его. Тогда он пошел на хитрость и сказал, что ему не больно-то и хотелось трогать этих великанов, и что ему будет достаточно просто плюнуть на них. Собака подумала и решила, что в этом ничего такого нет. Она не знала, что слюна Фукусё ядовита. И как только Фукусё плюнул на великанов, они все покрылись волдырями и различными болезнями. Когда Инмар
ужаснулся тому, что сделал Вукусё. И взял этих великанов и вывернул наизнанку. Поэтому с тех пор, если что-то у человека заболит, то это все неявно. Это где-то внутри. И все болезни внутри. Вдохнул жизнь великанов Инмар, и пошли они по свету, даже не взглянув на своего Создателя. И только потом понял Инмар, что разум так и забыл вложить в этих великанов. Вукусё тем временем тоже захотел что-нибудь создать. Он покопался в грязи и создал что-то похожее на собаку. Но так как он не хотел, чтобы его творение походило на творение Инмара, он приделал 2 палки на лоб и бороду. Так появилась на земле коза. Когда Инмар увидел эту козу, она показалась ему забавной, и он вдохнул в нее жизнь и пошел по земле трудиться, создавая все новые и новые виды животных. А Вукусё вдохновился тем, что Инмару понравилось его творение, и он решил создать фумуртов, своих помощников, жителей воды. Только сначала он все хорошенько продумал. Они не должны были быть такими большими, как великаны. Они должны были быть такими, чтобы им хорошо жилось и в большом водоеме, и в малом. Они не должны быть слишком умными, но они должны быть хитрыми. Вукусё подобрал разум, забытый Инмаром, и чтобы насолить ему, рассыпал его по всему миру. Одну частицу спрятал в воде, одну высоко на горе,
еще где-то, чтобы люди ходили и искали истину. Себе Фукуйо оставил одну крупицу, но решил, что и крупицы будет слишком много для вумуртов, и вставил в них полкрупицы. Получились вумурты страшными. Собака, как увидела творение Фукуйо, сразу неистово залаяла. Тем самым наказав остальному собачьему роду лаять на вумуртов. Инмар думал, как же быть с великанами, ведь они разошлись по свету и не могли приготовить себе пищу. Они ловили своими большими руками рыбу и грелись у костра, если в дерево ударяла молния. Огонь добывать они сами не умели. И придумал Инмар рассыпать разум по всему свету, чтобы люди искали, а находя, оберегали и передавали по наследству как реликвию. Когда Инмар спустился и истребовал с Фукуйо украденный разум, он очень удивился и рассмеялся тому, что Фукуйо, захотев навредить Инмару, однажды сын великана встретился с человеком. Он взял его в руку и отнес к матери, сказав: «Смотри, мать, какой странный дядя. Он рубил дерево». Мать посмотрела на человека и сказала сыну, что это не дядя, а человек. Она рассказала, что когда-то давно люди из племени рассказывали, что старейший заметил его младший сын от самой молодой жены охотится по-другому
сверстников, но и старших в племени. Он был умным, но ростом не удался. Однажды было решено изгнать его. Заключила мать великанша, что, скорее всего, этот человек потомок того сына старейшего с племени великанов, который ушел, и что этот маленький человек, который сейчас появился в их жизни, принес им гибель. Великанша схватила своего сына и побежала далеко-далеко. Другие матери тоже схватили детей и побежали вслед за ней. Они бежали и проливали слезы. И там, где слезы падали, возникали реки и озера. Они бежали на север, но потом остановились, устали, увидели костер, горел лес. Они остановились погреться возле него, но костер начал жечь им ноги, а так как они были неразумны, они даже не подумали, что можно уйти, и поэтому, чтобы им не пекло, они обмазали ноги глиной, и на утро никто из них не смог сдвинуться с места. И настала зима. Так Алангасары вымерли. Я надеюсь, что ты уже крепко спишь, но если нет, то засыпай скорее. А я с тобой прощаюсь.